Здравствуйте все! Добро пожаловать на канал Магия Песка. Дорогие мои зрители, всех вас сердечно благодарю за ваши лайки, хорошие добрые комментарии, за вашу поддержку, за ваши просмотры. Земной вам поклон! Давайте сегодня сделаем отсыпочку на такую тему. Какие события спешат в вашу жизнь? Что это будет? Как? С кем связано? Для чего? Сейчас мы все с вами просмотрим. Загадайте, пожалуйста, на себя. Я прошу высшие силы дать мне возможность ответить на все ваши вопросы и поставить для вас только самую важную, нужную и полезную информацию. Так, интересные события тут у вас вышли. Смотрите, как вы на дельфине катаетесь. Ну, шикарно, просто шикарно. Дельфин. Ну, дельфин — это романтика. Романтика. Это подарочки, это влюбленность, это бабочки в животе, это удовольствие. Понимаете, прекрасная картинка, с чем я вас, конечно же, и поздравляю. Дельфинчик хоть и небольшой, но, смотрите, плывет вправо вверх. Очень хороший. Это значит, долгую плывет, это значит, длительное удовольствие, это значит, длительный период романтики. Ой, ну красота, просто красота. Внизу у вас лодочка с парусником. Правда, влево смотрит. Но это очень неожиданное событие. Очень какая-то неожиданная поездочка у вас организуется. Либо вас куда-то неожиданно пригласят, позовут. Парус у нас раскрыт, лодочка плывет. То есть неожиданность, которая подарит вам тоже вот ощущение праздника. Вы будете довольны тем, что вас позвали, тем, что вас пригласили. Ну и там на празднике, на мероприятии, либо куда вы там пойдете, вы тоже, извините, порадуетесь, и атмосфера будет очень приятная, хорошее событие. Если вы ждали какого-то вызова, ну, допустим, что позовут на интервью, позовут, там, может быть, по каким-то вопросам важным, прям в самый неожиданный момент придет приглашение, либо вы получите вызов. Так, а с левой стороны здесь какая-то башня рушится, прям падает, знаете, чем-то похоже на эту Пизанскую башню, но падает в левую сторону. И смотрите, тут какой-то человек, скорее всего, его придавит, прибьет. Но по башням обычно проходят всякие запреты, блоки, знаете, как лишения даже, да, что вас не пускают, вас чем-то ограничивают, да, и чего-то вас лишают. Такая прям башня у вас на пути. И, кстати, могут еще быть вопросы закона. Закон, право, суды, опять же, там всякие эти преследования, прочее. И я, конечно, надеюсь, что все мои зрители не столкнулись с такой ситуацией, но тем не менее, да, вышла башня, которая падает. То есть она была, кстати, очень острой, то есть для вас это было болезненно, либо ощущалось болезненно. И вот башня падает, кренится и падает, в левую сторону падает. Здесь стоит человечек, такой, знаете, хищной наружности. Скорее всего, это человек, виновник тому, что на вашем пути выросла эта башня. Может быть, кто-то сфабриковал какое-то дело против вас. Может быть, кто-то к вам прицепился. Кто-то стал на вашем пути, да, вот сделал вам этот блок, организовал. Вот что угодно может быть. Что угодно. Башня падает на этого человека и, скорее всего, его раздавит. Ну, тут, конечно, этого не показали, но судя по размеру башни, размеру этого человека, она падает в его сторону. Ну, там мокрого места не останется. Я вас поздравляю. Одним препятствием, одним блоком, либо одной проблемой станет меньше. Ну, это существенная была проблема. Такая, знаете, всем проблемам проблема, острая проблема. Не будет. И смотрите, у основания рисунка, то есть это событие самых ближайших, даже не дней, скорее всего, а часов. Может, там в сутки это все произойдет. Ну, хороший момент, очень хороший момент. А вы ничего не делаете, вы просто стоите, смотрите, как эта башня кренится и падает. Не на вас, а на того, кто это все организовал, либо учинил, либо кто был виновником. Так, с правой стороны, смотрите, какая у вас тут репка выросла. Большая-пребольшая, вкусная-привкусная. Но по репкам очень часто приходит прибыль. Прибыль, которую вы заслужили, которую вы тяжелым трудом заработали. То есть вы эту репку сначала посадили, вы ее там окучивали, пропалывали, поливали, всячески за ней ухаживали, растили.
Да, и вот она выросла прекрасная. Да? Бери, срывай и, как говорится, употребляй. Это прибыль, однозначно, заслуженная прибыль. Вы от этой прибыли буквально в 5 минутах. Вы ее совсем скоро получите. Приятно, конечно, приятно. В радость, очень даже в радость. Но, мои ребятки, я вас хочу предупредить. На вашу репку кто-то прям смотрит с открытым ртом. Да? То есть либо зависть какая-то может пойти, либо желание присоседиться к вашей репке. Будьте внимательны, поменьше рассказывайте о своих делах, поменьше рассказывайте о своих доходах. И вам не нужны помощники, чтобы эту репку кушать. Да? Пусть она вся достанется вам. Не надо, не надо. Гоните этих паразитов прочь. Каждый может вырастить эту репку. Да? А ну-ка поди потрудись, а ну-ка вложи свое здоровье, вложи, да, а потом уже будешь делиться. Вот. Никого не приглашайте к своей репке. Это будет правильно. А то и поглазят, и попортят, а потом будете бегать. Что делать? Помогите и прочее, прочее. Не надо. Молчите, молчите о том, что вы имеете. Дальше. Здесь у вас какое-то растение пустило новые, как лепесточки, побеги пустила. Цветочков я пока не вижу, просто маленькие новые листочки пошли. То есть растение – это то, о чем вы думали, либо то, чем вы когда-то занимались. Может быть, так забросили, оставили, отложили, может быть, да? Может, времени у вас не хватало. Вы возьметесь за это дело снова, либо там перспектива какая-то появится, либо у вас время свободное появится. Вот к чему-то вы возвращаетесь. И возвращаетесь не просто так, а потому что это вам по судьбе. По судьбе этим делом заниматься, либо по судьбе именно в этом деле успеха добиться. То есть новые росточки пойдут, новый потенциал раскроется у этого дела. Это правильное решение. И плюс я вижу, у вас еще какой-то помощничек появится, человек, на которого вы сможете положиться, человек, который сможет даже на себя какие-то обязанности взять. То есть вам будут однозначно помогать. Так, еще здесь какой-то спящий персонаж. Человек, который очень долго спал. Такая, знаете, сонная принцесса, либо принц. У каждого по-своему отыграется. Человек, скорее всего, никак не мог себя ни проявить, ни реализовать. У одних отыграется, что в любовной тематике человек бездействовал, то есть отношения никак не развивал. У других отыграется, что это уже ваш партнер, либо ваш близкий человек, который вот жил как бабочка-однодневка, да, ничем не интересовался, ничем не занимался. День прошел, и слава богу. Да. Покушал, попил, пора отдохнуть. А зачем там работать, а зачем учиться? То есть жизнь у человека была какая-то совершенно асоциальная. Человек немножечко, смотрите, начинает себя как-то собирать, группировать, пытается вот шевелиться, вставать. Может быть, какой-то интерес появится, кто-то работу найдет, кто-то учиться начнет. Вы будете смотреть на этого человека и радоваться. Радоваться тому, что все-таки, да, меняется, улучшается. Человек может какие-то шаги предпринимать, какие-то действия, разговоры какие-то. Ну, не разговоры даже, а уже конкретные разговоры, действия. То есть ваша душа радуется этому человеку, радуется тому, что этот человек начинает действительно возвращаться к жизни. Дальше, в центре, смотрите, стоите вы, а в руках у вас лук. Видите, вот как стрелу куда-то будете запускать. Вы меткий стрелок, я вас с этим поздравляю. Не бойтесь выпустить стрелу, она попадет точно в цель. Смотрите, это может быть что угодно. Начиная от каких-то целей, задач, заканчивая какими-то новыми решениями, либо действиями. Не бойтесь, у вас рука сильная, глаз у вас меткий, вы точно не промажете. Долго не думайте. Иначе вы потеряете этот шанс, вы потеряете эту возможность. Как только вот перед вами эта таргет, цель появилась, стреляйте. Точно не промажете. Вообще это знак успешного человека, который вот прям идет, несмотря ни на что, несмотря ни на кого, к своей цели. Один удачный выстрел, и вы, как говорится, победитель. Стреляйте, не бойтесь, не бойтесь, вы точно попадете. Может быть, вы сейчас сидите и мучаетесь, вот как мне поступить, стоит, не стоит, надо, не надо. Как сделать, не сделать? Конечно, делайте, конечно, стоит, стреляйте. Вот вам четко песок говорит, вправо, ты целишься вправо, по-любому попадешь, это правое дело, это для тебя хорошо. Вот если бы левая картиночка была, я бы сказала, не, ребятки, не надо. А здесь вправо, тут и думать не о чем, конечно, стреляйте.
Так, в следующем моменте, с левой стороны, смотрите, какой-то очень благородный человек, светлый благородный человек помогает вам скинуть с себя очень острый, тяжелый крест, который вы очень долго несли на себе самостоятельно, так что вам никто не помогал. Вы шли, еле ноги волочили, надрывались, а окружающие вместо того, чтобы помочь, еще и насмехались, еще и пальцами тыкали, и слова плохие в ваш адрес говорили. Да? Вот появится человек, который вам поможет сбросить этот крест. Ничего про этого человека вам сказать не могу, кто это, мужчина, женщина, с какой целью помогает, к сожалению, не скажу. Но это событие, оно уже вот-вот скоро случится. Человек поможет вам этот крест скинуть, избавиться от этой ноши, тяжелой, непосильной ноши. Поможет вам. Кстати, благородный. Вот вижу, что благородный, светлый, добрый человек. Душа очень светлая, сердце доброе. И мысли очень положительные. Этот человек вам поможет. Так, с правой стороны у вас какие-то дверки. Дверки как возможности. Их несколько. Две такие, знаете, стандартные, одна прям совсем крошечная. Совсем. Смотрите, здесь вам просят передать, что вам не нужно делать выбор. Что у вас появится возможность в каждую из этих дверей зайти и то, что вам нужно, получить. Действительно получить. Не бойтесь, что надо выбирать. Не бойтесь, что вам где-то там откажут, что будет закрыто. Просто идите, стучите, и вам будут открывать. Вот эти 3 возможности, 3 эти шанса вы должны по полной использовать. Они с правой стороны вышли. Они вам как компенсация за пережитое, либо как награда, да, то, что вы хороший человек. Либо вы действительно заслужили, заработали эти возможности. Идите и пробуйте, получайте. Свое обязательно получайте. Так, еще почему-то идет дорога как переезд, поездка, переезд. С вещами вы будете ехать однозначно. Но если переезд, то понятно, что с вещами. А если какая-то поездка, то ли вещей с собой будете много брать, везти. С правой стороны выходит, по правому делу. Смотрите, как-то денег вы потратите на эту поездку. Может быть, больше, чем рассчитывали изначально. Может быть, в принципе, да, дорогостоящая поездка будет, там, билет дорогой, либо сам этот переезд дорого вам обойдется. Но эти все траты, они окупятся. Они окупятся. Поэтому, мои хорошие, запасайтесь денежными средствами и понимайте, что эта дорога идет вам во благо. Либо этот переезд идет вам во благо. Да, придется потратиться, но вы не будете об этом жалеть. Вообще, нисколечки не будете жалеть. Так, кто у меня работает, причем работает так, за копейки, вам очень мало платят, вашей зарплаты не хватает вам на жизнь, либо не хватает на то, чтобы удовлетворить самые элементарные свои нужды. Вот кто себя узнал? Может быть, пенсию такую маленькую вы получаете, может, зарплату, может быть, работать вы не можете, какое-то пособие получаете. Здесь по петушку, который расправил крылышки, какое-то вы скоро услышите, не знаю, объявление, да, либо какую-то рекламу увидите. Там будут приглашать на работу, на подработку, может быть, какая-то деятельность, да, которую можно монетизировать. Обязательно идите. Обязательно идите. Этот петушок, он хороший, он благородный. Там вас точно не обманут, и там вы точно можете денежку заработать. Да? Вы сможете увеличить свои доходы. Поэтому идите. Там не сложно, там интересно, там хороший коллектив, либо какие-то очень полезные новые навыки. Опять же, зарабатывать будете среди людей, хороших людей. Хорошее место. Идите, обязательно идите. Так, идем дальше. Здесь какая-то красивая крыша, какое-то необычное здание, строение, куда вам по судьбе попасть. Вы пойдете туда по какому-то делу, с каким-то вопросом, может быть, с какой-то даже нуждой вы пойдете. Вы туда идете, почему-то не ждете никакого положительного результата. А он будет, он будет. И он даже будет больше или лучше, чем вы, даже в самых смелых мечтах своих мечтали, представляли. Вы знаете, вас там встретят чинно, благородно, с уважением к вам отнесутся, вас выслушают, вам постараются помочь, постараются в какие-то короткие сроки исполнить то, что вам надо. Вам так будет приятно.
Знаете, даже вот как в семейном кругу себя почувствуете, среди близких людей. Вот очень повезет, что вы встретите там то ли чиновников таких благородных, то ли сотрудники этого здания, учреждения, вот такие вежливые, выхоленные, да, вот прекрасные люди. Вы потом всем будете советовать туда ходить, да, вот прям рекомендации будете давать. И, возможно, у кого-то даже отыграется впервые в жизни с таким большим уважением, с таким серьезным интересом к вам отнеслись. Ну, прям удовольствие получаете вы от посещения этого странного, ну, здания, организации, да, у кого как отыграется. Дальше, мои хорошие, здесь какой-то мужчина вам что-то отдает, выдает. Но у одних отыграется, что, может быть, мужчина вам денег должен, кому-то отыграется, что мужчина там алименты задолжал, может быть, это ваш родственник, может быть, это ваш работодатель. Но вот он вам что-то выдает и отдает. А вы в шоке, а вы не ждали. А вы не ждали и не надеялись. Слушайте, так приятно будет, очень приятно. Так, ну и девочка, кто замужем, кто в паре, в браке. Мужчинка заработает денег и вас этими деньгами побалует. Выделит больше, чем обычно. Да, раньше он там давал одну сумму, а в этот раз прям расщедрится, даст вам гораздо больше. Тоже очень приятный момент. Может быть, сын заработает, может, муж заработает. Но все зависит от вашей ситуации. Но именно от мужчины вы будете получать. И причем получать больше, чем обычно, лучше, чем обычно. Ну, вы меня понимаете. Так, еще. Какая-то странная встреча, случайная странная встреча, которая обличает человека. То есть человек, возможно, вам говорил одно, рассказывал вам какие-то истории про себя, про свою жизнь, а тут вы совершенно случайно столкнетесь с этим человеком и увидите, что человек вас обманывал. Врал, притворялся, да, там, наводил тень на плетень. Честно скажу, будьте очень удивлены и как-то раздосадованы. Но с другой стороны, вы будете довольны тем, что правда раскрылась. Ведь у вас было предчувствие, что человек не совсем честный, не совсем чистый и вот действительно виляет хвостом. Ну вот видите как. Все вам раскроется. Сделайте, пожалуйста, правильные выводы и, конечно же, нужно действовать тоже правильно. Прощать, забывать, там, прикрывать один глаз, и типа, о нет, чур меня, мне показалось, это так не работает. Вам высшие силы вот прям четко показали, что человек не чистоплотный, что человек враль, да, поэтому надо серьезно отнестись, серьезно. Ненадежный товарищ, абсолютно ненадежный. Врет в мелочах, значит и по-крупному может подставить. Так, ну и в венце у вас сидит белый филин. Белый филин, который расправил крылья. Ну, филин — это всегда тайна, это всегда то, что скрыто. У вас он белый. А это значит филин, который несет очень важную информацию, правдивую информацию. Информацию, без которой невозможно что-то сделать, либо чего-то добиться, осуществить свою мечту, свое желание. То, что жизненно важно, но то, что от вас было до поры до времени скрыто. Информации будет много, информация пойдет по этим раскрытым крыльям из разных источников, и у вас прям глазки откроются. Глазки откроются, вы скажете, боже мой, вот если бы я раньше знала, да, если бы я раньше знала, мне бы не было так тяжело, либо не было бы столько проблем. Ну, неважно, не надо думать о прошлом, надо думать о будущем. Всю эту информацию вам важно будет использовать, применить, использовать себе во благо, да, для достижения своих целей. Не ленитесь, делайте. Вам, знаете, как тут сама судьба улыбается. Да, информацию пришлют, и возможности дадут. И время у вас очень, кстати, хорошее идет. Хорошее, вот положительное, вкусное такое время, когда мечты сбываются, когда дела делаются, когда все цветет и расцветает, да, развивается. Поэтому не теряйте время, действуйте и используйте эту информацию себе во благо. Так, мои хорошие, на этом все. Спасибо за внимание. Всем пока-пока.